этом году Сибаю исполняется ровно 60 лет. За это время у него сложились свои традиции, образовалась инфраструктура, укоренились жители. Сегодня в Сибаю успешно функционируют объекты социального назначения, производственные предприятия. Главную роль в развитии любого населенного пункта, несомненно, играют его жители, обычные люди, труд которых нацелен на благо своей малой родины. К числу таких людей с полной уверенностью можно отнести и почетного гражданина города, отличника здравоохранения РСФСР, заведующую офтальмологическим отделением Центральной городской больницы Римму Авзалову. Оказавшись в Сибае по направлению Министерства здравоохранения, Римма Шарифьяновна навсегда связала свою судьбу именно с этим городом. С городом, подарившим ей много прекрасных и хороших моментов, о которых сейчас героиня сегодняшней передачи вспоминает с особой теплотой. Когда я приехала в Сибай в 1974 году, никакого отделения не существовало, и вообще даже не было детского глазного кабинета, не было никакого оборудования для операции, не было инструментов. Все начинать приходилось с нуля. Поэтому в первые годы моей работы в Сибае не только занималась медицинской деятельностью, но и организаторской деятельностью. Но хочу сказать, что на моем пути встречались очень добрые люди, которые понимали необходимость поднятия этой службы. В то время стояла программа Минздравом. Каждый год дают же программу, каждый план там назывался, перспективный план развития. Надо было обязательно открыть детский глазной кабинет. Назывался он кабинет по охране зрения детей. А чтобы его открыть, надо было решение городского совета. Надо было открыть детский садик для лечения детей с косоглазием и миоблепией. Тоже надо было решение городского совета. Это же непростые вещи, детский садик открыть для таких детей. Мне приходилось выступать перед депутатами, доказывать, как говорится, говорить, почему это необходимо. В то время работал зам председателя горисполкома, так называлась, Хабелина Светлана Маратовна. И она сделала большой вклад для того, чтобы открыть эти кабинеты, открыть детский садик «Мишутка». Первую операцию смелый врач, вчерашний выпускник медицинского университета, сделала в 24 года, практически сразу по приезду в Сибай. Работать в далекие 70-е приходилось нелегко, не были созданы необходимые условия. Однако это не стало препятствием на пути молодого врача. Доводилось оперировать даже самых тяжелых больных. Отправлять таких людей на лечение в Уфу по тогда еще плохой дороге Римме Шарифьяновне было просто жалко. Первые операции буквально в 1974 году начала делать эти же катаракты без микроскопа в хирургическом отделении. Давали один день, операционный день, выделяли для нашей офтальмологии, и начала операции уже медсестра. Первый операционный день, помню, операционной сестры специализированной особой не было, была общая хирургическая, которая не знала нюансы. И когда мы начали операции, на глазах, это же впервые, кто это не видел, как-то страшно, кажется, моя операционная сестра начала падать в обморок. Но ее поймали, дали на шатырку, она пришла в себя, потом мы продолжили, операцию завершили. Я помню свой первый операционный день в Сибае, когда мне было только 24 года, еще я начала. И начали поступать травмы, хотя было сложно, все-таки я за все бралась, потому что рассчитывать на кого-то не было. Условий, можно было сказать, никаких, потому что было 10 коек находилось в неврологическом отделении, 10 коек всего лишь. И я там уже, когда я приехала в 1974 году, я знала, если я не начну оперировать в ближайшие дни, месяцы, то я не смогу дальше уже пересилить себя, все, появится страх, потому что здесь рядом со мной врача опытного не было. У кого можно было бы спросить, у кого можно было бы... Единственный советчик мой был зав. Неврологическом отделении Пелагеин. Хочу сказать интересную историю. Мне сложно, тяжело больной, я не могу разобраться. Я говорю: Леонид Яковлевич, помогите мне. Чем бы его покапать, чем полечить? Он мне говорил: капай, цинковые капли, все будет хорошо. Я говорю: а почему цинковые капли? Потому что других я не знаю. Потому что он невропатолог, но тем не менее он всегда давал советы и говорил, что радуйся, что ты молодая, а знания придут потом. Опыт, не знание, опыт придет потом. И я, конечно, знаний черпала, очень много читала.
На хрупкие женские плечи молодого врача легла ответственная ноша. Упорство и огромное желание работать, служить на благо здоровья населения помогли Риме Шарифьяновне в 1995 году открыть отделение микрохирургии глаза. А вообще совмещенное лор и глазное отделение появилось в Сибае еще в 1984 году. Открыли микрохирургию глаза, то есть начали оперировать под микроскопом. До этого мы оперировали без микроскопа, операции шли. В этом большую роль сыграл директор Института глазных болезней, профессор Азнабаев Марат Талгатович и Ермухаметов Зинур Губайдудович. Они нам помогли купить вот это вот, что вы видели, вот такую вот дорогостоящую аппаратуру, японскую, германскую, микроскопы современные, операционные столы. И мы очень широко начали оперировать, что к нам начали ездить не только с Башкирии, но и из Челябинской области, Оренбургской области больные. Очень высокий объем операций по микрохирургии глаза. Одновременно я приглашала врачей из Суфы, чтобы освоить новые операции. Например, Мулдаш Вернес Рифкатович, известный вам человек, тоже к нам приезжал и обучал меня операциям по пластике со своей бригадой. Приезжал Кальметьев Гумергалевич, заведующий травматологическим отделением Института глазных болезней бригадой, где тоже показывал операции при травмах, при глаукоме и так далее. Короче, работали в контакте с Институтом глазных болезней и внедряли новые и новые технологии, которые есть в нашей офтальмологии. С тех самых пор, вот уже 36 лет, как Рима Шарифьяновна Авзалова заведует отделением. В настоящее время здесь поправляют свое здоровье жители Сибая и районов Зауралья. На страже недугов населения стоят два врача – Рима Авзалова и Амур Муталапов, медсестры, санитары, в общей сложности коллектив, состоящий из 23 человек. В нашем отделении оказывается консервативная помощь и оперативное лечение. Городу Сибаю и район Зауралья – Хайабулинский, Тилаирский, Баймакский. Практически по нозологии лечение консервативно проводится при всех заболеваниях, за исключением тех заболеваний сетчатки, при которых показано высокотехнологические лечения, которые у нас нет. Лазерное лечение, например, имеется в виду. В основном лечатся больные глаукомой, близорукостью, заболеваниями зрительного нерва, ну и так далее. Можно большой список делать, но я не буду перечислять. Что касается операций, то мы выполняем амбулаторные операции взрослому и детскому населению и стационарные операции, это при глаукоме, при катаракте, при травме глаза, удалении при птеригиуме и так далее. Но часть больных сейчас, вот последние 2 года, есть у нас программа оказания высокотехнологической помощи при катаракте, при которой операция делается малым разрезом. Называется факоэмульсификация катаракта, которую мы собираемся внедрить в этом году. Аппаратура у нас приобретена, врач Муталап Амурмач уже подготовлен, проучился. Там необходимы небольшие нюансы, чтобы внедрить. Наблюдаюсь уже в этом отделении 5 лет. Подозрение на глаукому. Вот. Хожу только к Риме Шарифьяновне. Наблюдаюсь только у нее. Это врач, который все, что меня импонирует, объясняет от и до. Какие анализы, какие лекарства, когда поменять. Вот это самое главное. И здесь тактичность. И я не слышала, что в этом отделении, чтобы была где-то грубость. Вот это. И не только это я говорю, это говорят больные. Сидим, разговариваем, и всем нравится, что лечение очень хорошее, отношения очень отличные. Возвращать пациентов к жизни, давать им возможность видеть окружающий мир во всех его ярких красках врачам помогают специализированные аппараты. Мы сейчас находимся в диагностическом кабинете, как раз вот называется кабинет диагностики, и вы видите, вокруг стоит у нас аппаратура. Я хочу сказать, мы эту аппаратуру приобрели одними из первых в республике. В 1995 году еще у нас открылось отделение микрохирургии глаза, в том старом здании мы работали, но нам помогла администрация в то время, Зинур Бадулович Ермухаметов помог приобрести аппаратуру. Вот
это, например, японский аппарат, где измеряет давление глаза, бесконтактный тонометр. Это у нас авторефрактометр, тоже японский аппарат, тоже очень уникальный. Он у нас работает, ни разу не ломался. Это у нас периграф, измеряет поля зрения. Каждый больной, который... Вот в данный момент Инна Геннадьевна проводит сейчас вот это, вроде бы такой незаметный аппарат, вот, сзади нее стоит, биометр называется, он французский, он тоже приобретен с большим трудом, но очень важный аппарат, который определяет размер хрусталика во время операции экстракции катаракты. Без него мы не можем. У нас операционный блок находится на 4 этаже. Там у нас имеется необходимый операционный микроскоп, тоже японский, микрохирургические инструменты и наборы. Рима Шарифяновна, вы помните свой первый день в Сибае? Как вас встретил Сибай? Вообще, каким вас встретил город? Этот день я запомнила на всю жизнь. И сегодня, как вчера это помню, это было 20 августа 1974 года. Я стояла на вокзале с большим-большим чемоданом и ждала такси. Думаю, на такси уеду. Стою почти около часа, но такси никак не подъезжает. Никого нет на вокзале, такси не ездит. Вдруг подходит такая пожилая женщина и спрашивает меня: доченька, а ты что так долго стоишь? Ты куда поехала-то? Я говорю: я в Сибай, я такси жду. Она мне говорит: а у нас в Сибай такси не ходит. И мне пришлось мой чемодан поволочь пешком в центр города. Вот так началась мой первый день в Сибае. Было яркое голубое небо, высокое, чистое, такое просторное, что вот это тоже помню я. Выходит, город рос и развивался у вас на глазах, так ведь? Да, считайте, тогда, значит, это было 41 год назад, город развивался на моих глазах. Я вот все помню, как все, какие объекты открывались, какие были новые учреждения там и прочее, прочее. Рима Шарифяновна, вот вы проработали и прожили в Сибае более 40 лет. Не возникало ли чувство сожаления, что вот судьба вас связала именно с городом Сибаем? Как говорят, запоминается то место, где ты впервые начал работать, куда ты впервые приехал после института или после школы. Для меня я ни один день не сомневалась, что я живу в Сибае, что я здесь работаю. Во-первых, вот как вы спрашиваете, меня многие друзья, одногруппники, одноклассники спрашивали: Рима, что ты там потеряла в Сибае? Там одна степь, вот, ничего нету, голая степь. Когда я приехала, на самом деле это было похоже. А я говорила: мне это нравится, вот эта степь, это простор нравится, простор для мысли, простор для работы, вот казалось, имеется. Это высокое голубое небо, чистое всегда такое, прозрачное. И когда посмотришь на это небо, хочется жить, работать, трудиться. Мы знаем, что в Сибае у вас родилась ваша семья. Здесь родился ваш сын. Расскажите, пожалуйста, немного о ваших близких, о вашей семье. Да, вот Сибай мне очень дорог, потому что здесь я встретила любовь свою, здесь родился мой сын. Помню этот старый роддом, где я рожала. Потом уже пошли внуки. На сегодняшний день у меня 2 внучки и 1 внук. Внучке старше 10 лет, она отличница, занимается гимнастикой, танцует. Вторая 6 лет, уже сочиняет песни и поет. Конечно же, вот эти внуки – это моя жизнь, это мое продолжение. Я их безумно люблю. Иногда очень часто делаю сюрпризы, подарки такие, хорошие подарки. Они очень радуются, а я сама радуюсь больше, чем они. Поэтому хочется жить, работать. Ради них хочется погулять на их свадьбе. Я сначала мечтала на свадьбе Алины, а теперь хочу на свадьбе Арсланчика, которому всего лишь 10 месяцев. Я человек азартный, я бы сказала. Ну так вот, сама так думаю. Очень меня интересует, например, спорт. Я люблю биатлон. Все соревнования, которые проходят по биатлону, я все смотрю. Практически знаю всех биатлонистов, не только российских, но и зарубежных. И даже мои внучки со мной болеют. Биатлон, лыжи, волейбол.
увлекаюсь. Но, конечно, когда бываю в отпуске, где-то в санатории, я очень люблю Толстого. Я 4 раза читала книгу «Война и мир», 4 раза перечитала. И запомнилась книга, которую я читала, Висянова. Там такая большая книга, вот такая большой переплет, и все 4 тома в одной книжке. Старинное издание, то ли 56-го года. И всегда вот хочется туда поехать, найти эту книгу, еще раз перечитать. Ну, люблю танцы, народные песни. Конечно, смотрю программу канал «Курай». Очень рада, что этот «Курай» появился на телевидении. Город строит и развивает его люди, и впечатление о нем складывается, исходя из того, какие личности здесь живут. За 60 лет истории Сибая его строили и благоустраивали именно те, кто заслуживает уважения и слов благодарности, потому как современное поколение живет в хороших условиях, в чистом и уютном уголке нашей необъятной Родины.